Вопросы историко-культурного значения тысячелетия крещения Алании сегодня обсудили на научно-практической конференции. Мероприятие организовал парламент республики совместно с Северо-Осетинским госуниверситетом. Участие в конференции приняли председатель парламента Северной Осетии Алексей Мачнев, епископ Владикавказский и Аланский Леонид, министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Аслан Цуцев, депутаты парламента, преподаватели и студенты вузов и представители общественных организаций. Участники конференции отметили значимость юбилейной даты для севера и юга Алании и подчеркнули необходимость включения Южной Осетии в юбилейные торжества. Говорили и о культурных и религиозных истоках осетинского народного календаря и реставрации Нузальского храма. По итогам конференции приняли резолюцию. В ней участники конференции призвали вывести на системный уровень взаимодействия государства и церкви в деле сохранения памятников истории и культуры. Конференция запланирована. Мы в начале года составляли план нашей работы парламента и посчитали нужным и важным провести подобную конференцию. Прежде всего, преследуя какую цель? Просветительскую. Мы хотим, чтобы наша молодежь максимально больше знала историю своего родного края. Будем проводить другие тематические встречи, круглые столы, дабы нашим студентам, учащимся школ, вузов наглядно рассказывать, показывать на примерах, что и как было когда-то заложено в основе сегодняшних традиций, обрядов. Республика по утвержденному плану получит более 190 миллионов федеральных денег на это празднование. Причем план этот будет, вероятнее всего, мы так надеемся, дополняться, поэтому, видимо, количество средств будет увеличено. За эти деньги планируется привести в надлежащий вид целый ряд объектов культурного исторического наследия, привести целый ряд современных объектов в порядок, ну и, конечно, собственно, праздничные мероприятия, которые состоятся в 2022 году.